Добрый вечер, уважаемые телезрители. В эфире новости на канале таджикского телевидения, в студии Улугбек Салимбекзаде. И к основным новостям к этому часу. В период независимости народ нашей страны считает государственный флаг Таджикистана одной из главных национальных святынь. Государственный флаг – один из основных и священных символов национальной государственности, и поэтому славный народ Таджикистана с чувством гордости за нашу священную родину и независимое государство ежегодно 24 ноября празднует день его принятия. Другими словами, государственный флаг является символом таджиков на международной арене и предметом нашей гордости как полноправного члена мирового сообщества. Традиция обладания флагом у нашего народа берет начало из глубин многотысячелетней истории. То есть наши славные предки в качестве хранителей древней культуры и цивилизации проделали длинный путь управления государством и обладания флагом. Историки утверждают, что одним из символов государственности таджиков с древних времен был именно флаг. Государственный флаг Таджикистана имеет особое значение в процессе воспитания людей, особенно молодежи в духе национального патриотизма. Именно под этим флагом наш народ смог не только пережить множество тяжелых трудностей и препятствий, но и вывести страну на этап экономического развития. Флаг имеет объединительную миссию и силу, ибо он олицетворяет политические и культурные ценности, национальные идеи и цели. Государственный флаг объединяет жителей страны на арене созидания и благоустройства суверенного Таджикистана и укрепляет национальное чувство, патриотизм и национальное самосознание. Достойно отметить, что в последние годы продолжается создание площадей государственного флага и его установление в центрах областей, городов и районов страны. В честь Дня флага во всех городах и районах страны пройдут мероприятия, посвященные этому празднику, конкурсы, викторины, научные конференции, спортивные мероприятия. Знаменитый спектакль театра кукол имени Сергея Образцова «Необыкновенный концерт» прошел с полным аншлагом в Таджикском государственном академическом театре оперы и балета имени Садриддина Айни. Своими яркими впечатлениями о легендарной постановке поделилась наша коллега Насиба Гулямова. Если принято считать, что театр начинается с вешалки, команда кукольников Сергея Образцова еще в далеком 1931 году опровергает эту аксиому, давая старт своему творчеству с представлений прямо на улицах и гастролируя на колесах. И сегодня вот мы видим последние приготовления к началу показа этого спектакля в Таджикском государственном академическом театре оперы и балета имени Садриддина Айни у нас в Душанбе. Будем смотреть вместе. Добрый вечер. Добрый вечер, дорогие друзья. Добрый вечер. Здравствуйте. Или, как говорят в вашем прекрасном городе, ассаламу алейкум. Государственный академический театр, Центральный театр имени Сергея Образцова, он является крупнейшим в мире театром, театр кукол, который был создан в 1931 году. Необыкновенный концерт, который будет сегодня представлен нашим душанбенцам, он является популярным спектаклем, который вошел в книгу рекордов Гиннеса. Спектакль, который собрал самое большое количество зрителей, которые посмотрели по всему миру. И каждое выступление, каждый спектакль всегда проходит с аншлагами. Сергей Владимирович Образцов, он является величайшим кукольником 20 века. Радует наших зрителей, вообще всех жителей республики, не только столицы, то, что репертуар театра, который вы возглавляете, пополняется все новыми и новыми постановками для наших юных зрителей. И если некоторые считают, что это вот академический театр, но ведь очень важно, что вот это воспитание начинается именно с вот этого театра, духовное, культурное. Мудрая политика лидера нации, основателя мира, единства, президента Республики Таджикистан, уважаемого Умали Рахмона, его политики в области культуры и искусства нам сегодня дают возможность работать с самыми передовыми театрами всего мира. И, конечно же, репертуар
детский репертуар для нас играет очень важное значение, потому что в детском возрасте мы воспитываем у детей вкус, мы воспитываем интерес к оперному искусству через детские произведения. Поэтому я считаю, что пропаганда репертуара именно детских спектаклей, она обязательно должна быть. Поет и пляшет Мура Шурина. А вариации на скрипке Шура Мурин. Кхел. Очи черные, очи жгучие и Нам все очень нравится, спасибо. Мы не ожидали, что ваш город так похорошел. Он действительно выглядит сейчас очень хорошо, а вот строительство, когда закончится, думаю, будет выглядеть вообще действительно по-королевски. Нам все очень нравится, спасибо. Мы не ожидали, что ваш город так похорошел. Он действительно выглядит сейчас очень хорошо, а вот строительство, когда закончится, думаю, будет выглядеть вообще действительно по-королевски. В чем вот уникальность вообще и постановок, и вот этих замечательных кукол, что они не теряют своей популярности? Из-за того, что над созданием этих кукол работали удивительные люди. Это и художник, это и драматурги работали над этим спектаклем. И Сергей Владимирович Образцов, он всегда собирал команду, ну, то есть лучших людей, лучших творцов. Есть желание возникло еще раз приехать к нам в Душанбе? Конечно. Мы будем смотреть вашу постановку сегодня и ждать вас вместе с нашими зрителями в гости. Спасибо. Уважаемые телезрители, это была вся информация, подготовленная к этому часу нашими коллегами. Мы не прощаемся с вами, оставайтесь с нами. Приятных вам новостей и до встречи.